Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшиушара. Расскажем коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Республике Никарагуа прошли торжественные мероприятия в честь 15-летия признания независимости Абхазии. В Абхазском государственном университете изменилось время начала занятий. Обновленная площадка в основной студии ГТРК завершается ремонт. В Никарагуа отметили 15-ю годовщину признания независимости Республики Абхазия со стороны Никарагуа. В торжественной церемонии, организованной правительством примирения и национального единства, приняли участие министр иностранных дел Никарагуа Денис Манкада Калиндрес, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия Инар Ладария, посол Российской Федерации в Никарагуа Александр Хохоликов, министры, депутаты, руководители ведомств. Шазина Ханагуа расскажет подробности. Республика Никарагуа стала второй страной, признавшей независимость и суверенитет Абхазии. 3 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал декрет о признании независимости нашей страны, который вступил в силу 5 сентября. С тех пор началось межгосударственное взаимодействие. В 2010 году первый визит в Республику Никарагуа осуществил президент Абхазии Сергей Багапш. Во время визита страны подписали ряд межправительственных соглашений, которые заложили основу для нынешнего сотрудничества. Приехали поздравить вас и сказать вам огромное спасибо за ваше мужество, за вашу человечность и понимание наших проблем. Вива Никарагуа! Вива Даниэль Ортега! Mucho gracias! На сегодняшний день между Абхазией и Никарагуа подписан ряд межведомственных соглашений, которые являются базой для развития отношений. 15-ю годовщину признания независимости Абхазии отметили в Министерстве иностранных дел Никарагуа. Было организовано торжественное заседание, на котором было показано поздравительное видеообращение президента Абхазии Аслана Бжаня. Дорогой брат команданта Даниэль Ортега, дорогая компаньера Росари Мурильо, члены правительства, братский народ Республики Никарагуа. В этот знаменательный день 15-летия признания государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия со стороны Республики Никарагуа я обращаюсь к вам с братским приветствием от имени народа Абхазии, ее руководства и от себя лично. Трудно оценить значимость принятого вами решения поддержать нашу республику в такой тяжелый для нее момент. Народ Абхазии всегда будет благодарен вам, дорогой брат, за вашу позицию и неизменную поддержку нашей страны и народа. С каждым днем наше двустороннее сотрудничество становится все более содержательным. В рамках межправительственных программ проводятся регулярные мероприятия в самых разных сферах. Обмен опытом с Никарагуа имеет огромное значение для нас. Братские узы, объединяющие наши народы, становятся все крепче. Хотел бы выразить свою благодарность за ваше теплое и братское отношение к нашей стране и ее представителям, которые с недавнего времени работают в вашей прекрасной республике и ощущают себя там, как в кругу семьи. Мы близкие по духу народы, объединенные борьбой за свою свободу и идентичность, за благополучие и мир для наших граждан. Мы и дальше будем двигаться вперед, единые в своем стремлении к свободе, правде и справедливости. Убежден, что и через века мы пронесем наше братство, дружбу и солидарность, которую заложили вы, наш дорогой брат команданта Даниэль и выдающийся сын абхазского народа Сергей Багапш. Огромное спасибо вам, компаньера Росари Мурильо, и всем нашим никарагуанским братьям и сестрам. Знайте, что Республика Абхазия является домом для каждого из вас. Будьте уверены, что вы всегда можете рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку. Вива Никарагуа! Вива Абхазия! Вива команданта Даниэль! Вива ла Эрмандад! Слова благодарности выразил и министр культуры Даур Кове. Многоуважаемые команданты Даниэль Ортега Сааведра, многоуважаемая вице-президент Республики Никарагуа Росалио Мурильо,
дорогие братья и сестры, в этот торжественный день я хочу выразить слова признания и благодарности за то, что 15 лет назад вы, уважаемые команданты Даниэль Артега, приняли мужественное решение и признали независимость Республики Абхазия. Я хочу поблагодарить весь народ Никарагуа за то, что они поддержали это ваше решение. За все эти годы, за все 15 лет между нашими странами выстраиваются полноценные отношения. И я уверен, что по прошествию еще многих лет наши отношения будут только укрепляться. В очередной раз, многоуважаемый президент, я хочу поблагодарить вас за этот мужественный шаг и передать народу Никарагуа братский привет. Спасибо вам большое. В видеообращении с поздравительной речью выступили депутаты Народного собрания, министр просвещения Инал Габля. В рамках мероприятий в Национальном театре имени Рубена Дарио прошел концерт. Государственный оркестр Никарагуа под руководством дирижера Рамона Родригеса исполнили абхазские мотивы. Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с представителями общественных благотворительных организаций республики, Детского фонда Абхазии, Панорама, Киараз, оказывающих поддержку детям и подросткам в трудной жизненной ситуации без родительской опеки. Руководитель Детского фонда Абхазии Сида Ломия высказала консолидированную озабоченность неправительственных организаций ситуации с детьми и подростками, чьи родители либо скончались, либо лишены прав, отбывают наказание в местах лишения свободы или ведут асоциальный образ жизни. Проблемы, по мнению участников встречи, заключаются в отсутствии скоординированной деятельности общественных организаций, социальных служб и учреждений образования. Кроме того, в республике нет специализированного госучреждения, в обязанности которого входила бы опека таких категорий детей и подростков. Премьер-министр разделяет озабоченность детских неправительственных организаций сложившейся ситуацией. Александр Анкваб поддержал идею детских общественных организаций по созданию целевого антикризисного центра на промежуточный период, а впоследствии постоянно действующего специализированного учреждения. Участники встречи условились представить конкретные предложения правительству для определения последующих действий. Сотрудники ГАИ продолжают рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. За прошедшую неделю 55 человек привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Один водитель под воздействием наркотического средства. Всего выявлено 1608 нарушений правил дорожного движения, в том числе 65 за нарушение норм тонирования автостекол. На берегу моря в селе Гагида Галского района утром 10 сентября нашли неопознанное тело. Останки обнаружили рыбаки. По предварительной информации, тело находилось в воде продолжительное время. Останки направили на экспертизу в Сухум. О том, кому они принадлежат, информации пока нет. Автоцистерна с дизтопливом перевернулась на республиканской трассе в районе села Верхняя Шера Сухумского района. Для предотвращения возгорания и для устранения последствий произошедшего на место происшествия выехали 2 пожарно-спасательных расчета МЧС. Об этом сообщили в спасательном ведомстве. По предварительным данным, никто не пострадал. В Абхазском государственном университете начинаются учебные занятия. Такое решение принято ректоратом университета. Все занятия будут проходить в стенах вуза. Продолжительность лекций не сокращена и составляет 1 час 20 минут. Однако изменилось время начала занятий. Теперь они будут начинаться не в 9 часов утра, а в 9:30. Практически все лето работали. И это связано было с приемной кампанией, которая была достаточно напряженной. И мы ее завершили буквально неделю тому назад. Имеется в виду и дополнительный набор
И таким образом сформированы, укомплектованы первые курсы. И с завтрашнего дня мы начинаем учебный год. При этом с учетом того, что увеличилась транспортная нагрузка в городе, достаточно большое количество автомашин, пробки в городе, мы несколько сместили начало учебы с 9 часов до 9:30. То есть на полчаса мы сместили для того, чтобы было удобно добираться не только студентам, но и преподавателям, для того, чтобы несколько снять вот это вот на утреннее напряжение. В остальном надо сказать, что после этих последних 2 лет, которые были связаны с достаточно напряженным периодом пандемии, когда очень многие студенты были переведены на дистанционную работу, сейчас мы переходим в штатный режим работы, и это будет означать, что никаких, значит, пропусков без уважительных причин, все становится в более жестком, обычном, традиционном подходе к пропускам, опозданиям. Стихийные свалки из строительного мусора периодически появляются в тех или иных микрорайонах столицы. Начальник управы номер 5 в новом районе Эдуард Хашпа удручен ситуацией, которая складывается во дворах некоторых многоэтажек. По его словам, неоднократные обращения к горожанам не возымели действия. В преддверии великого нашего праздника мне, как ветерану, хотелось бы совсем другими словами обратиться к жителям района, но вынужден обращаться по этому поводу. Как уже многие знают, вот здесь буквально в сотни метрах силами граждан и администрации города строится памятник погибшим в мартовском наступлении. На словах как-то мы все патриоты, все мы любим свою родину, все мы участвуем в большой политике, но любовь к родине начинается с нашего дома, квартиры, с нашего двора. Пускай она выражается в этом. Начнем с чистоты, начнем вот с того, что такого быть не должно. Силы города, коммунальные службы работают 24/7. У них нет ни выходных дней, ни отпусков. Но никакими усилиями, никакими закупками техники мы не сможем справиться с этой проблемой, если у самих граждан не проснется сознательность, если сами граждане не поймут, что это наш общий дом. Не только массив, район, вся Абхазия – это наш общий дом. И, как вы знаете, те часы, которые на горсовете, да, в свое время, в 50-м, по-моему, году Сухуму были вручены как самому чистому городу в Советском Союзе. Как-то хотелось бы вернуть эти времена. Но, к сожалению, мы вынуждены говорить об обратном, и уже взывать к сознательности граждан не приходится. Уже неоднократные обращения и мэра города, и заместителей мэра города, и мои обращения к жителям, они не возымели никакого действия. Поэтому, я думаю, будут установлены камеры, будут вычисляться те люди, которые, да, вот, кстати, еще одна огромная проблема, наш город превращается тихо какой-то в зоопитомник. Вот о чем дальше говорить, если честно, да, эту корову специально сюда никто не подогнал. Это тоже вот все говорит о том, насколько наши граждане несознательно относятся к тому, что происходит вокруг нас. Еще раз обращаюсь к вам, огромная убедительная просьба. Давайте прекратим вот это беспорядочное, стихийные свалки мусора. Да, это радует, когда человек занимается ремонтом, кто-то покупает квартиру, кто-то начинает новую жизнь, идет вперед, занимается ремонтом, но это не значит, что нужно весь мусор выносить и бросать там, где удобно, там, где ближе. Есть соответствующие службы, которые за определенную вполне умеренную плату готовы вывести этот мусор в соответствующие места. Если даже не располагают жители этими средствами, возможностями, они могут обратиться, мы им поможем. Но этого тоже не делается. Евросоюз запретил россиянам въезжать в Европу на личных автомобилях, сообщает спутник Абхазия. Туристам также запрещено ввозить личные вещи, включая чемоданы, изделия из кожи и меха, смартфоны стоимостью свыше 750 евро и ноутбуки, шампунь и зубную пасту. Все это может быть конфисковано, подтвердила Еврокомиссия. Единичные случаи уже были.
Делегация из Абхазии примет участие в международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу», который пройдет в Черкесске, сообщает пресс-служба Минкульта. В состав делегации вошли заместитель министра культуры Динара Смыр и начальник отдела культуры и искусства Автандил Конджари. В фестивале «Мир Кавказу» принимают участие этнографические, фольклорные, вокальные, инструментальные, хореографические коллективы и отдельные исполнители, представляющие свою национальную культуру в разных жанрах. Абхазия готовится к встрече главного праздника страны – Дню Победы и независимости. Готовится встретить праздники абхазское телевидение. В большой студии ГТРК завершается ремонт. Совсем скоро полюбившиеся многим телезрителям программы будут выходить в эфир с обновленной, укомплектованной современным оборудованием площадки. Какие проведены работы и когда они будут завершены, в репортаже Сарии Кварацхели. Телевидение играет важную роль в обществе, предоставляя платформу для обмена информацией, идеями и мнениями, обеспечивая информационность населения и влияя на формирование общественного мнения. Сфера телевидения постоянно развивается, и поэтому важно улучшать как качество изображения и звука, так и технологии производства. На ГТРК подходят к концу работы по модернизации основной студии. Совсем скоро полюбившиеся многим телезрителям программы будут выходить в эфир с обновленной, укомплектованной современным оборудованием площадки. Несколько видов ремонтных работ, обновлен и залит пол, и более того, в нижней студии была одна проблема в зимний период, всегда там было очень сыро. И даже если утром приходили на работу люди, запускали студию и включали отопительные приборы, студия прогревалась через 4, 5, 6 часов, когда уже съемка завершалась. Сейчас была возможность снять нижний слой, который все равно бы пришлось снимать из-за конструктивных особенностей, и проложили систему водяного отопления. Помимо этого, LED-экран мы уже поставили несколько месяцев назад, но тоже будут декоративные панели, оформление, тоже готов проект по дизайну, и студия уже задышит по-новому. Использованы новые осветительные приборы, LED нового поколения, на них есть возможность изменять цветовую температуру. В осветительных приборах старого поколения конструктивно такой возможности не было. На новых приборах другие возможности. И все это вкупе улучшит качество и материала, и картинки. Большой монитор, на который выводится картинка в современном телевидении, необходим. Он создает динамику в небольшом пространстве и исключает необходимость дооснащения громоздкими декорациями. Как известно, малейший перерыв в визуальной модернизации для нынешнего мира уже слишком долг. Главная задача руководства ГТРК – идти в ногу со временем, к более современной визуализации. نتشتسي عطتوسي حكشون نبرينس دار جبارة شجعتن زيرا سيالو يرا أبري تبهجن درة تركوي رتشزنا وناد قلنا يملبوجر علوت دساسة عبخنا يوريو تخوز لتشجع تيما الله شارك دار نس تكنيكا كاميرا كوي رتشزنا نس حقنا يشزحنا يجز جيد نس تشسكوا يحخويت الله شار زارك زرانس وانز بري كرشوكس تسويت بجرام ارتمي بكبي خان بسخن جي بروفيسيونال بسويت بسخن بياخو زوب وجيك نحاس جسم субурт ги харчатси. Работы ведутся и на 4-м этаже. Это просторное с видом на море пространство, студия утренней передачи Шишбзепсенпула. И здесь в скором времени появится больше возможностей использовать в эфирах дополнительную реальность. Ищаши все эфирка без хагуито баазара нас Шишбзела и амшги обо наквалы его заракошли обо амшину хапшула бас все к нас хагуито тот. Это помещение чем хорошо? Здесь может быть две зоны. Одна из зон для основных ведущих и вторая зона для гостей. И размеры помещения в любом случае будут больше, чем было доступные размеры в нижней студии.
И когда строили эту студию, естественно, использовались современные материалы, допустим, элементы звукоизоляции, звукопоглощающие панели, они уже не горючие. Раньше мы использовали на основе губки материалы звукопоглощающие, малейшая искра, и все это бы пришло в очень плохое состояние очень быстро. Эти панели уже пожаростойкие. И использованы это помещение не было предназначено для студии, но мы адаптировали его, использовали системы крепежа для осветительных приборов, уже готов дизайн-проект, декорации, то есть все идет в правильном направлении. Конечно же, для покупки дорогостоящего оборудования у АГТРК нет финансовых возможностей. В рамках подготовки к празднованию 30-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии на телевидении планируются трансляции с насыщенным эфиром в том числе. И поэтому комиссия по празднованию 30-летия Победы профинансировала покупку техники. А ремонт помещения студии правительства на сегодняшний день за счет средств АГТРК с 4 по 1 этажи штукатурить стены на лестничном пролете. Сария Кварацхеля, Лаура Капш, Константин Парулуа, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Ирена Бебия и Даниил Могила стали победителями первенства Сочи по фехтованию на шпагах. Серебряным призером соревнований стала Злата Карамзи. Ранее спортсмен из Абхазии Илья Колесников стал бронзовым призером первенства города Сочи по фехтованию на саблях. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Соревнования проходили среди спортсменов 2008-2015 годов рождения. Тренируются фехтовальщики в детской и юношеской спортивной школе Сухума под руководством Павла Коршунова. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 12 сентября, на территории Абхазии ожидается облачная погода. Днем преимущественно без осадков, поздним вечером возможен дождь. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.